Сегодняшняя моя проповедь называется «А ты уже купил себе 13-й iPhone?» О, именно так называется сегодня моя проповедь. Кто из вас смотрел, что, может быть, презентацию вы видели, или вы слышали краем уха, что анонсировали новые гаджеты от Apple? Слава Богу, у нас Android people здесь сидит. Я смотрел. А кто кроме меня, вот по чесноку, есть еще кто-то? Есть. А можете мне цены напомнить? Цены можете напомнить? Сколько стоит iPhone 13 просто, без приставки Pro? 700. Ой, я не понял, мы что, разные с вами смотрели? 799, да, 800 получается. $800 в Соединенных Штатах. Без учета прилета сюда, без учета каких-то местных накруток. Соответственно, здесь он будет стоить ближе уже к 900. А все, что связано с приставкой Pro, оно уже будет стоить, я думаю, далеко за 1000. Особенно если это Pro Max. Те, кто в теме, те понимают, о чем я говорю сейчас. И у меня другой вопрос. Как вы думаете, сколько молодых людей готовы продать свою душу, почку, я не знаю, там руку себе отпилить, сделать, как я видел, один чувак сделал себе татуировку даже идиотскую совершенно, лишь бы получить iPhone. Как вы думаете, сколько таких людей есть? Огромная куча. И другой у меня сейчас вопрос. Когда мы говорим по поводу айфонов, iPhone достаточно дорогая вещь на самом деле. Я хочу вас спросить, встречали ли вы таких людей, которые зарабатывают $200, к примеру, давайте на наши деньги, 20 тысяч сомов или там 20 тысяч рублей, неважно, они зарабатывают в месяц и покупают себе айфоны, неизвестно откуда, за 80. Видели таких людей? Вам не кажется, что здесь есть какой-то диссонанс, что здесь что-то неправильное? Никогда не задумывались? Суть моей проповеди сегодня, если ее назвать по-другому, чтобы, скажем так, не путать людей, суть моей проповеди, она 3 словами обозначается: живи посредством. Итак, когда мы говорим с вами о деньгах, деньги, они начинаются с даяния. Мы говорили о том, что Божьи благословения начинаются с даяния. Но если ты ничего не заработал сегодня, если ты сегодня не находишься в позиции, что ты что-то зарабатываешь, тебе, соответственно, давать будет нечего. И мы сегодня поговорим о том, как правильно зарабатывать, о том, как правильно распоряжаться деньгами. Вам это интересно? Итак, хочу, как говорил Стив Вебер, что 3-я часть притч Иисуса Христа, они связаны с деньгами. Хочу начать с притчи Иисуса Христа, которую он говорил о деньгах. Это Евангелие от Матфея, 25 глава. Давайте вместе прочтем. Я хотел бы, вы будете читать, вы внутри своего сердца будете понимать, я знаю эту притчу, но я хочу сегодня немножко по-другому на нее взглянуть. Тогда будет, как у того человека, который, отправляясь в далекое путешествие, созвал своих слуг и поручил им свое имущество. Одному он дал 5 талантов, другому 2, третьему 1, каждому по его способностям, а сам уехал. Получивший 5 талантов, сразу пошел, вложил деньги в дело и приобрел еще 5. Получивший 2 таланта, тоже приобрел еще 2. А тот, который получил 1 талант, пошел, вырыл яму. Это Иисус рассказывает эту историю. Пошел, вырыл яму и закопал деньги, которые ему доверил хозяин. Прошло много времени. И вот хозяин этих слуг вернулся и потребовал у них отчета. Человек, которому было доверено 5 талантов, принес и другие 5. Смотри, сказал он хозяину, ты доверил мне 5 талантов, и я выручил еще 5. Хозяин сказал, молодец. Ты хороший и верный слуга. Ты был верен в малом, и я поручу тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином. Пришел и человек с 2 талантами. Хозяин, сказал он, ты доверил мне 2 таланта. Смотри, я выручил еще 2. Хозяин сказал, молодец. Ты хороший и верный слуга. Ты был верен мне в малом, и я смогу поручить тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином. Затем пришел и тот, кому был доверен 1 талант. Господин, говорит он, я знал, что ты человек суровый,
Жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. И я очень боялся, и поэтому пошел и спрятал твой талант в землю. Вот то, что тебе принадлежит. Хозяин же ответил: злой и ленивый слуга. Значит, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. В таком случае ты должен был пустить мои деньги в оборот, чтобы, когда я вернусь, ты мог отдать их мне с прибылью. Заберите у него этот талант и отдайте тому, у кого 10 талантов. Потому что каждому, у кого есть, будет дано еще, и у него будет избыток. А у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. Выбросьте этого негодного слугу вон во тьму, где будет плач и скрежет зубов. Печально заканчивается история, которую описывает в этой притче Иисус. Человек, у которого был один талант. Что такое талант, по-вашему? Есть версия. Что такое талант? Это определенные возможности. Талант, я хотел бы, чтобы мы по-другому посмотрели. Здесь талант – это денежная мера. Многие люди говорят, талант – это таланты и дары, которые мы имеем от Бога. Как бы правильно, но не до конца. Таланты, которые здесь Бог раздает людям, это возможности. Скажи, у меня есть возможность. Когда мы встречаемся с Богом, когда мы соприкасаемся с Царством Божьим, мы встречаемся, как я в прошлый раз говорил, с щедрым Богом. С Богом, который хочет моего преуспевания. С Богом, у которого в сердце есть огромное желание благословить меня. Если вы откроете это слово благословение, Он желает это своим детям от первых встреч с человеком до последних встреч с человеком. Бог хочет благословлять людей. Бог хочет, чтобы люди жили хорошо. Бог хочет, чтобы люди ни в чем не нуждались, чтобы они были богаты на всякое доброе дело. Это желание самого всемогущего Бога. Слово нищета или слово недостаток, они никак не ассоциируются с библейским Богом. Мы это должны отображать в своей голове. И когда мы приходим к Богу, каждому из нас Бог дает меру каких-то возможностей. И вот здесь описывается человек, который не захотел использовать возможность. Здесь описывается человек, в чьей жизни была возможность, но он отказался этой возможностью пользоваться. И я хотел бы сегодня поговорить с вами об этом. Когда мы приходим к Богу, каждому из нас Бог даст возможность не просто зарабатывать, а зарабатывать так, чтобы тебе ни в чем не нуждаться. И я хочу сразу же наступить на больную мозоль, на больную тему, которая у нас у всех есть в голове. Мы живем в стране третьего мира. Мы живем в нищей стране. Вокруг нас нет на самом деле никаких возможностей. Все возможности, они где-то там, далеко. Надо лететь туда 12 часов на самолете, чтобы попасть в эти возможности. Возможности там, где мы покоряемся Богу. Аминь. Ты сидишь сегодня здесь, и твоя покорность, которую ты можешь выразить по отношению к Богу, когда ты говоришь: Бог, я без тебя не могу зарабатывать. И я в смирении сегодня молюсь простой молитвой: открой эти возможности в моей жизни. Друзья дорогие, когда мы начнем открывать свое сердце, открывать себя, свою жизнь такими молитвами, мы будем видеть, как Бог будет давать возможности. Возможности. Скажи еще раз со мной слово «возможность». Когда ты молишься сегодня, и ты обращаешься к Богу Всемогущему, и ты, может быть, говоришь Ему о своих нуждах финансовых, о своих проблемах финансовых, Бог создал тебя таким образом, что у тебя есть творческий ум. У тебя вот здесь, в голове, у тебя рождаются божественные идеи, когда ты молишься и встречаешься с Богом. Когда ты обращаешься к Нему, вот здесь Он начинает в твоей голове тебе говорить какие-то вещи, которые тебе необходимо сделать. Кому-то Он начинает говорить о том, как развивать какой-то новый бизнес. Кому-то Он начинает говорить, что напиши резюме, напиши о себе что-то, что ты умеешь, и отправь, не знаю, в какие-то, может быть, корпорации. Отправь куда-то. Сегодня миллион разных возможностей, потому что, знаете что? Карантин стер границы. Сегодня люди в большинстве случаев нанимают других людей дистанционно на работу. И ты можешь жить в Бишкеке и получать московскую зарплату.
И тебе не надо для этого ехать в Москву и работать дворником, потому что ты можешь просто какие-то свои таланты, какие-то свои возможности использовать на расстоянии, сидя дома за компом, получать от каких-то корпораций ту зарплату, которая раньше была возможна, только если бы ты поехал туда. Слышите, друзья? Слышите, о чем я сегодня говорю? Я хочу, чтобы ты в своей голове отказался, самое первое, от всех оправданий, которыми нам дьявол изгадил башку. Простите за такие, может быть, резкие слова. Но у нас запачканы мысли разной ерундой. Я помню, просто вот про себя расскажу. Я помню, когда я только покаялся, я пришел в церковь, я думал, кто я такой? У меня нет образования. Я всю свою жизнь с какими-то непонятными личностями прошарился, которые там от срока до срока там выходили на свободу. Я был подобный им. У меня нет каких-то друзей или каких-то родственников, которые помогут мне устроиться на хорошую работу. Я сам себя оправдывал в том, что я должен жить в нищете. Я помню, однажды вышли молодые ребята, они свидетельствовали на сцене о том, как Бог их благословлял. И я слушал одну сестру, и она рассказывала о том, как Бог дал ей работу, о том, как Бог открыл ей какие-то двери, которые раньше были закрыты. И знаете, я сижу, а мой мозг, вот этот пробитый, загаженный дьяволом, он мне начинает говорить, конечно, ты такая вышла вся крутая, и я-то знаю, кто твой папаша. Ты даже вот если полумертвая была бы, тебя бы запихнули в такое место, где бы ты ничего не делала, полумертвая лежала и кучу денег зарабатывала. Понимаете, она свидетельствует о том, как Бог с ней что-то доброе сделал. Мои мозги мне начинают говорить, ага, рассказывайте мне тут. Мы такие все. Мы, знаете, мы соглашаемся почему-то так легко с какой-то ложью в нашей голове, и так сложно нам согласиться с тем, что Бог может. God is able. Бог способен, Бог хочет, и Бог будет с нами делать свою работу, потому что Он в этом даже больше нас самих заинтересован. Я помню, другого парня слушал, и он тоже рассказывал все эти истории о том, как он получил работу, о том, как он от Бога там на молитвы услышал, что ему нужно сделать, в каком бизнесе начать двигаться. Я сидел и думал, конечно, у тебя образование, у тебя хоть какая-то специальность, у тебя хоть что-то есть, какая-то возможность. Я тебе могу сказать, Бог даст тебе сегодня. Даже вот если ты закончил там 9 классов, но ты хочешь вместе с Богом двигаться куда-то, Бог даст тебе идею, как зарабатывать. Бог даст тебе идею, каким образом ты сможешь. Может быть, ты не сразу откроешь бизнес, который будет тебе, как Джеффу Безосу, приносить там несколько миллионов в день. Может быть, не так у тебя будет, по-другому немножко. Но я тебе могу сказать, Бог обязательно даст тебе возможность, открытую дверь. И иногда эта открытая дверь выглядит как что-то совершенно нереспектабельное. Просто совершенно скромное. Да? Какой-то человек придет к тебе и скажет, слушай, дружище, ты же нигде не работаешь. Нет, не работаю. Ты же вот молишься за работу? Да, молюсь за работу. Есть возможность копать землю, 1500 будешь в день зарабатывать. Это не мое. Это дверь, это возможность, с которой начинается. Это, знаете, как нулевой левел, с которого начинается наше восхождение. Скажи восхождение. Ты никогда никуда не придешь, если ты не начнешь идти. Но все нормальные люди начинают с левела 0. Когда ты никто, ты ничего не можешь, тебя приглашают куда-то на работу, делать совершенно какие-то, может быть, нереспектабельные вещи, как тебе кажется. Тебя не зовут в офис, в белой рубашке, в красивом галстуке сидеть и указывать людям, как им жить надо. Тебя зовут покопать землю. Пользуйся возможностью. Помните этого мужчину? Он просто не захотел использовать возможность, которая у него была. И Иисус ему что сказал? Или, здесь хозяин, Иисус рассказывает о хозяине. Что ему сказал хозяин? Он сказал, у кого есть, тому еще дано будет. В смысле у кого есть? В смысле у кого? У меня тоже был талант. Нет, у кого есть желание воспользоваться возможностью, Бог даст 2-й талант, 3-й талант, 4-й талант, 5-й талант.
И все начинается. Знаете, мы такие странные иногда. Мы наслушаемся каких-то коучеров о бизнесе, и все, и мы сидим, еще нигде ничего не стали делать, еще никогда ничем не занимались, но у нас в голове куча фантазий. И мы думаем, я скоро бизнес начну. Твой бизнес начинается с того, что ты будешь копать канавы в самом начале. Посмотри на всех этих миллиардеров, которые рассказывают сегодня о миллиардных состояниях. Они все начинали с канав. У кого-то канава была. Знаете, мне очень нравится, например, канал Игоря Рыбакова. Я рекламирую канал. Дядька платит мне нормально. Шутка. Очень крутой дядька. И он рассказывает, как они начали один из самых, на сегодня, наверное, продвинутых бизнесов, который растет. Они начали с нуля. Технониколь, может быть, слышали когда-то такую компанию? И сегодня его личное состояние около 2 миллиардов, если я не ошибаюсь, 2 миллиардов долларов. И он рассказывает, я был молодой пацан, мы пахали с утра до ночи, он студентом был, мы пахали тем, что мы крыли людям крыши. И там он получил, там еще с одним своим деловым партнером, они там получили идею о том, чтобы заниматься в конечном итоге кровельными материалами, и они выросли в то, что сегодня называется Технониколь. На крыше. Они пахали своими руками. Молодые люди, дорогие мои, я хочу вас призвать, если ты нигде не работаешь, найди сегодня любую работу, любую, лишь бы не сидеть в инсте по 10 часов, лишь бы не сидеть в ТикТоке по 20 часов в день, лишь бы не сидеть в этих играх, там, где ты знаешь, ты там просто одержим, победить кого-то в этой игре. Начни что-то делать, производить своими руками. Я уверен, сегодня есть куча возможностей. И там, когда ты будешь копать свою канаву, там родится твой Технониколь. Он, может быть, будет называться Канава-Коль. Я не знаю, как ты его назовешь, но там, именно в такие моменты рождаются в наших сердцах какие-то идеи. Я хочу просто сказать сегодня, дорогие друзья, когда мы говорим о таланте, это возможность, которую Бог нам дает. Используй эту возможность. Не жди, что однажды в клювике тебе какой-то ястреб или коршун, или как его звали? Беркут, ворон принесет тебе какую-то там, я не знаю, бизнес-идею. Начни с чего-то. Начни сейчас. Знаете, мне так нравится, когда я стал размышлять об этой теме «жить посредством». Мне очень нравится, что сегодня ты имеешь только то, что ты можешь себе позволить. И классно, когда у тебя есть желание купить этот iPhone 13. Это неплохое желание. Но это должно тебя пинать, это должно тебя подвигать к тому, чтобы ты начал пахать на то, чтобы это заработать. Не так, знаете, как многие из нас, мы же думаем, что у Бога есть какая-то особенная молитва, которой мы к Нему помолимся, и Он нам просто не спошлет этот 13-й iPhone, там, я не знаю, там кто-то потеряет его, кто-то нам денег подарит почему-то, я не знаю, причем такую сумму денег никогда не дарили, но вот вдруг подарят. И мы начинаем усердно молиться. Я хотел бы, чтобы ты включил вторую тему, усердно использовать возможности, которые у тебя есть. Иметь или желание иметь 13-й iPhone, оно вообще не греховное. Оно должно тебя побуждать куда-то. И сразу же из того, что я здесь читаю, в этой притче, я могу сказать сегодня, друзья, один из главных врагов, которого нам сегодня нужно победить, он называется апатия. Апатия. Это когда ты согласен с чем-то малым, что есть в твоей жизни. Это когда ты не готов встать, ты не готов что-то поменять, ты не готов что-то изменить в своей жизни. Тебя просто устраивает то, что есть. А знаете, я хочу сказать больше. Кто-то нас смотрит в YouTube. Я хочу сказать, что есть такая категория людей, которая когда-то для Христа хотела что-то делать. Которая когда-то ради Христа готова была горы переворачивать. Сегодня с ними что-то случилось. Я не знаю, может быть, они старые стали. Я не знаю, может быть, они где-то по дороге поломали жизненные обстоятельства. Эти люди совершенно апатичные. Они не хотят быть частью сегодня какой-то Божьей команды. Они не хотят сегодня ввязываться в какие-то Божьи дела. Все, что они хотят, я буду на YouTube слушать проповедников, я буду хорошим человеком, а двигаться к чему-то большему они внутри своего сердца отказались.
Друзья, я сегодня жив в Царстве Божьем. Я сегодня смогу чего-то достигать в Царстве Божьем только тогда, когда я хочу чего-то большего в своей жизни, в том числе и в финансах. Итак, когда мы говорим о том, чтобы нам жить сегодня посредством, есть две философии жизненные, связанные с этим. Одни люди говорят, чтобы жить посредством, надо больше экономить. Встречались с такими людьми? Я был в Германии, я столкнулся с этим. У большинства людей философия жизни такая. Они на всем экономят. Если есть возможность проехаться на велике и не пользоваться автомобилем, чтобы не тратить бензу, они проедутся на велике. Если есть возможность не мыться горячей водой, а мыться еле-еле тепленькой водой, они будут мыться тепленькой водой. Если есть возможность помыться 3 литрами воды вместо 10 или 15 литров, они обязательно 3 литра используют. Это философия, целая, знаете, жизненная позиция. Если есть возможность, например, выдыхать вот этот воздух, который у них есть за час или, например, за 5 часов, они будут растягивать на 5 часов свое дыхание. Я утрирую, если вы понимаете. Вся их жизнь, это чтобы больше сэкономить. Они смотрят на счета, у них слезы градом из глаз, и они начинают говорить детям: больше воду не трогайте. Когда вы какули сделали, когда вы какие-то вещи сделали, там половинкой воды сливаете, делайте это так совсем помалу, мало-помалу. И вроде бы, с одной стороны, это правильная философия, но это не библейская философия. Разумное потребление, он же немец, он будет сегодня за немцев выступать. Друзья, но это не библейская тема, не библейская философия. У Бога, Библия говорит, верному в малом я дам мудрость, как сэкономить. Да, там так написано? Сэкономить так, чтобы на этот талант еще целая семья новая прожила. Нет, он говорит, верному в малом я дам больше. Божья философия, это когда мы говорим, да, я не тупой, я экономлю какие-то вещи, я разумно отношусь к каким-то вещам, но при этом я говорю: Бог, у тебя миллион источников, хочу, чтобы открывались новые возможности. Я зарабатываю какую-то денежку, хочу зарабатывать больше, хочу, чтобы ты давал мне больше, и новые идеи приходили в мою жизнь. Итак, то, с чего мы начинали, все с твоей головы начинается, с твоего творческого разума. Выкинь сегодня любые оправдания, которые тебе дьявол говорит, что здесь, в этой стране, ты не сможешь своим образованием, с твоими связями, у тебя нет шансов, у тебя нет возможностей, у тебя есть Бог невероятный. И Он даст тебе творческие идеи, и Он даст тебе понимание, как зарабатывать. Вторая вещь, когда ты начинаешь двигаться в сторону того, что ты стал что-то зарабатывать, я хочу тебе сказать слово профессионализм. Это вторая вещь, с которой ты столкнешься. Если ты делаешь что-то, другими словами, давайте апостола Павла возьмем, послание Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, он говорит: все, что вы не делаете, делайте так, чтобы небеса содрогнулись, чтобы Бог увидел: вау, как для меня было сделано. Друзья, сегодня ценятся профессионалы на рынке. Ценятся люди, которые делают что-то, но они делают так, что к этому вообще не прикопаешься. У меня, интересно, в последнее время я столкнулся с тем, что у меня работает каменщик один. Он интересный дядька. Он когда, знаете, вот он утром приходит трезвый, к обеду я смотрю, что-то не то с ним. Вроде бы ничего не пил, вроде бы нигде ничего не накидывал, а вот такой же нормальный. Там Денис, там нормально. Смотрю, глаза соловевшие, где-то киряет по дороге. Но, вы знаете, важен конечный результат. Я с ним уже работаю не первый год. Почему? Потому что я не могу прикопаться к его работе. Он делает вещи, а хуже всего, что каждый раз, когда мне вдруг что-то не понравилось, я ему говорю: вот это не так. Он просто говорит: сейчас изменим. И он готов разобрать, например, несколько рядов вкладки и сделать совсем по-другому, так, как мне хочется. Как вы думаете, в следующий раз, когда дело коснется что-то строить или что-то выкладывать из кирпича, даже независимо от того, что он побухивает, приглашу я его снова или нет? Все просто.
Это люди, которые делают какой-то труд, и они делают его так, что остальным нравится. Если ты сегодня в какой-то сфере работаешь, как мы начали с того, что копаешь канавы, делай это идеально ровно. Делай это на одной глубине. Когда приходит заказчик и говорит, здесь что-то слишком мало выкопал, не надо тебе вот эти слова. Ой, да иди сам копай тогда. У тебя тут такой грунт. Ко мне иногда приходят такие люди. Я еще с ними не стал ничего делать, уже устал от них. Уже говорю, знаешь, друг дорогой, ты еще ничего не выкопал, иди домой. Спи дома, я не хочу с тобой связываться, как заказчик. Ко мне вчера привезли чернозем, там надо было нам засыпать землей некоторые такие клумбы, я не знаю, как они правильно, клумбы, да, называются? Да, клумбы должны были засыпать. Вы знаете, вот я по телефону заказываю, говорю, мне нужно 1,5 куба чернозема. Я ему звоню, он говорит, ну все, это будет стоить столько, мы вам пришлем портер. Ребят, я по телефону с ним я не идиот. Я очень хорошо отображаю, что я говорю по телефону и что люди мне в ответ говорят. Он говорит, мы пришлем портер, там будет 1,5 куба, это будет стоить столько-то. Мне надо было уехать, когда они должны были привезти землю. Я уехал, и мне по телефону звонят, типа, мы подъехали, пусть ворота открывают, и мы там будем выгружаться. И через какое-то время мне жена звонит. Они КамАЗ привезли, в телефон мне говорит. Они там столько всего навалили, поломали там кучу кустарников. Все так плохо, все страшно. Я ему перезваниваю, говорю, уважаемый, а вы зачем мне столько земли привезли? Не, я понимаю, может быть, кто-то копит там землю, я не знаю, там тумары делает из земли, им пригодится. Мне не надо. Я говорю, я что с ней теперь делать буду? И он мне такой, дядька, мы же с тобой договаривались, мы тебе ЗИЛ привезем. Я говорю, чувак, мы с тобой про портер говорили, 1,5 куба. Я четко знаю. И он, знаете, выставляет меня таким идиотом, будто бы я сам, вот балбес, мне надо было 1,5 куба, но я захотел, чтобы там было 5. Как вы думаете? Вы, если у меня спросите сегодня, Денис, у тебя есть знакомые, которые чернозем возят? Как вы думаете, я вам посоветую этого человека? Вот так работает рынок сегодня. Вот так работает сегодня, в том числе и процветание. Первое, включай свой ум, включай вот этот вот разум творческий. Тебе Бог даст идеи. Тебе Бог просто положит сердце в молитве, ты будешь молиться. Бог тебе скажет, куда тебе пойти, что тебе делать, чтобы зарабатывать деньги. А дальше вторая вещь, и это важная вещь. Стань лучшим в своей работе.